Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшилхшара. Расскажем коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Гагрском районе ведется работа по улучшению состояния спортзалов и обновлению инвентаря в образовательных учреждениях. В горах западного Саяна Красноярского края проходит международный конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш». Делегация Абхазии приняла участие в заседании Межгосударственного совета по конгрессной деятельности. Двоих детей и их маму, пострадавших в пожаре в Сухуми 5 апреля из Сочинского центра охраны материнства и детства, санитарной авиацией доставили в Краснодарский краевой ожоговый центр. Состояние их здоровья оценивается как крайне тяжелое. Отец детей, также получивший ожоги при пожаре, находится в больнице города Сочи. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Все пациенты подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом в нашей программе рассказал министр здравоохранения Эдуард Будба. Главе государства ежедневно докладывают о состоянии здоровья семьи. Руководство страны и в дальнейшем будет оказывать помощь пострадавшим. По стабилизации состояния дети, по санавиации, вертолетам вчера были переведены в профильное отделение ожоговый центр при первой краевой больнице города Краснодара. Состояние детишек крайне тяжелое, находится на искусственной вентиляции легких. По стабилизации состояния завтра планируется оперативное вмешательство некректомия. Вы знаете, что от 40 до 50% поражения ожогов тела у детишек, ожоги дыхательных путей. Сегодня мать детишек также была переведена из больницы номер 3 города Сочи санавиацией вертолетом в краевую больницу номер 1 имени Ачаповского города Краснодара. Состояние пациентки также расценивается как крайне тяжелое на искусственной вентиляции легких. Отец детей на данный момент находится в ожоговом отделении городской больницы номер 3 города Сочи. Сегодня был проведен консилиум, решено было оставить пациента до завтра. Завтра будет опять очередной консилиум и будет решаться вопрос, планируем, вернее, его перевод в профильный ожоговый центр в первую краевую больницу города Краснодара. Сегодня лично общался с главным врачом первой краевой больницы Пархановым Владимиром Алексеевичем, общался с главным комбустиологом Краснодарского края Богдановым Сергеем Борисовичем. Мы понимаем, что ситуация настолько тяжелая, большие объемы поражений, у взрослых от 60 до 70% поражения тела ожогами, также и ожоги дыхательных путей. В ежедневном формате ситуация докладывается главе государства, президенту Республики Абхазия Аслану Георгиевичу Бжане. Накануне в столице произошел еще один пожар. По улице имама Шамиля загорелся одноэтажный частный дом. Пожар был оперативно потушен, никто не пострадал. Делегация Абхазии приняла участие в заседании Межгосударственного совета по конгрессной деятельности и выставочно-ярмарочному сотрудничеству стран СНГ. Нашу республику представил председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра Абхазии, торговый представитель республики в России Олег Барцец. На протяжении многих лет заседание Межгосударственного совета по конгрессной деятельности и выставочно-ярмарочному сотрудничеству стран Содружества СНГ проходит в Москве на ВДНХ, месте, воплощающем объединение национальных культур и олицетворяющим дружбу народов. Традиционно здесь собираются представители Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Молдовы и других стран СНГ. Делегацию из Абхазии на встрече представил председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра, торговый представитель республики в России Олег Барцец. Здесь же на ВДНХ проходила международная выставка «Форум Россия», которую посетили более 9 миллионов человек.
Налаживание контактов, обмен опытом, содействие продвижению на международный рынок научно-технических инновационных разработок товарной продукции, а также участие стран СНГ в международных выставках и ярмарках – главные цели Межгосударственного совета. Участники заседания обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в различных форматах, а также потенциал интеграционного взаимодействия. Делегация Республики Абхазия принимает участие в работе Совета в третий раз. Абхазия целенаправленно и упорно работает в направлении достижения наилучших контактов с странами, которые готовы с нами взаимодействовать. Прежде всего мы имеем здесь в виду страны постсоветского пространства. Наш евразийский ориентир не подвергается сомнению, для нас это очень важно, и я убежден, что Абхазия со временем займет свое достойное место среди тех процессов, которые проистекают на евразийском пространстве. Олег Барциц особенно отметил активно налаживающиеся контакты с Республикой Беларусь. У нас уже есть достаточно серьезный объем взаимодействия с нашими друзьями и коллегами из Беларуси. Мы надеемся, что экономическое и культурное взаимодействие послужит провозвестником других более серьезных процессов. Также торговый представитель Абхазии в России в сопровождении руководителя технической службы МКДЦ Сергея Баженова проинспектировал павильон Республики Абхазия на ВДНХ, в котором завершаются реставрационные и строительные работы. Сейчас выполняются работы по отливке фонтана на тыльной стороне фасада и воссоздание горельефа быка с изливом, из которого будут как раз выходить водные струи. Закончены работы по прокладке электромонтажных коммуникаций, водопровода, отопления, устанавливается оконечное оборудование. Сегодня был запуск пробный и удачный внутреннего освещения. И уже установлено вентиляционное оборудование кондиционирования, которое в данный момент проходит пусконаладку. Конечно же, как и на любом объекте, у нас есть трудности, которые характеризуются тем, что идет импортозамещение и ряд оборудования, очень много слаботочного, который приходится менять. И из-за этого у нас идет корректировка проекта, а также согласование дополнительное в госэкспертизе. Это занимает время, но работы из-за этого не останавливаются, они идут параллельно, и, соответственно, то есть, задержки из-за этого особой быть не должно. Я надеюсь, что наш национальный центр, он будет тоже такой яркой жемчужиной в этом созвездии тех объектов, тех проектов, которые реализуются здесь сегодня на ВДНХ. Я хочу поблагодарить также еще раз и правительство Москвы, и руководство выставки достижений народного хозяйства за всеобъемлющую помощь, которая оказывается абхазской стороне. Павильон номер 6 был построен в 1954 году. Первоначально в нем размещалась экспозиция Литовской ССР. А с 1964 года он носил название Академия наук СССР «Химия». Совсем скоро его двери откроются вновь в статусе национального павильона Абхазии. Гугут Савардания, Абхазское телевидение. У жителей Очимчиры выявлено и изъято 33 аппарата по добыче криптовалюты, а житель Пицунды привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотика. Подробности в оперативной съемке МВД. В городе Очимчира демонтировано 4 майнинг-фермы. Объекты незаконной добычи криптовалют выявлены в результате совместной работы с сотрудниками ОЭБПК МВД и отдела внутренних дел по Очимчирскому району при участии специалистов РУП «Черноморэнерго». На территории домовладения гражданина Хачава Анатолия Руфимовича по улице Шинкуба работало 4 майнинг-аппарата. По улице Лакоба, также на территории частного домовладения, обнаружена ферма с 15 функционирующими устройствами по добыче криптовалюты. Оборудование принадлежит Квачахе Розе Аполлоновне. У гражданина Тарба Сос Анатольевича изъято 5 аппаратов. Последний майнил криптовалюту на территории своего домовладения, расположенного по улице Школьная в городе Очимчира. Еще 9 незаконно функционирующих майнинг-устройств, принадлежащих Кахитилидзе Атару Георгиевичу, были обнаружены в его домовладении по улице Кортава. Всего изъято 33 аппарата. В отношении владельцев применены меры административного взыскания.
Уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства без цели сбыта возбуждено в отношении жителя города Пицунда 1986 года рождения Чубуранзе Эдуарда Шамовича. Последний был задержан сотрудниками госавтоинспекции уголовного розыска Галского РОВД на посту ГАИ-Канал в ходе профилактических мероприятий. При осмотре транспортного средства данного гражданина под створкой люка сотрудниками милиции был обнаружен и изъят медицинский шприц с подготовленным к инъекции наркотическим средством метадон. Принадлежность содержащегося в шприце вещества к наркотическому установлена в экспертно-криминалистическом центре МВД. Расследование уголовного дела проводит следственное подразделение Галского РОВД. Эдуард Чубуранзе отпущен под личное поручительство. Уже более 2 лет длится тяжба между Сбербанком Абхазии и Хамидой Джопуа по делу о списании 25 миллионов долларов с ее счета. 24 ноября 2021 года клиенту Сбербанка Абхазии Шанди Салакая была зачислена сумма в размере 25 миллионов долларов США в качестве страховой выплаты по случаю смерти от коронавируса ее отца, сотрудника ООН Аляса Салахая. Сбербанк Абхазии утверждает, что сумма в 25 миллионов долларов – это ошибка отправителя, и речь идет только о 25 тысячах долларов. Информация об ошибочном зачислении была подтверждена документами из транзитного банка ВТБ. После этого лишние деньги вернули отправителю в бесспорном порядке. Затем на счет дочери поступил платеж на корректную сумму с идентичными реквизитами. С такой трактовкой не согласилась законный представитель Шанды Салакая и ее мама Хамида Джопуа. Ситуацию прокомментировал председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия. 24 ноября 2021 года на счет клиента Сбербанка поступила сумма 25 миллионов долларов от UNDP. Плательщиком являлась сумма UNDP, поступили из Соединенных Штатов Америки. А буквально на следующий день поступило сообщение от ВТБ о том, что данная сумма была ошибочно начислена и, соответственно, она будет возвращена. Но в Абхазии были выходные, 26-е, это пятница, день Конституции, нерабочий день, 27-го, 28-го, 3 дня не работала. И в начале следующей недели сумма была списана ВТБ со счета Сбербанка и отправлена назад отправителю. Но поскольку со счета Сбербанка эта сумма была списана, Сбербанк также списал эту сумму со счета клиента. Хотя вот многие утверждают о том, что нельзя списывать со счета клиента. Есть договор, стандартный договор с клиентом. В таком договоре стандартном Сбербанка со своими клиентами сказано в пункте 2.15, что банк вправе без распоряжения клиента в безакцептном порядке списывать со счета клиента ошибочно зачисленные суммы. То есть это риторика о том, что если у меня на счете была сумма, как банк имел право, банк не имеет права списывать суммы, если они твои законные в одностороннем порядке. Но если это ошибочный платеж, банк даже без предупреждения, без уведомления клиента в одностороннем порядке это делает. Значит, но поскольку потом пошло судебное разбирательство, а эти деньги поступили на счет Сбербанка, а не Национального банка, мы как бы следили за ситуацией, но относительно недавно к нам обратился клиент, и в рамках надзора Национальный банк обратился в ВТБ. Как бы мы проверили Сбербанк, действительно сумма была списана. 7 декабря 2021 года на счет клиента поступило 25 тысяч долларов, которые впоследствии клиент снял, значит, за вычетом комиссии 117 долларов за перевод. Национальный банк обратился в ВТБ и поставил следующие вопросы. Подтвердить факт списания этих денег со счета Сбербанка. ВТБ ответил, что значит, подтверждаем факт списания с корреспондентского счета Сбербанка. То есть сумма была списана 30.11.2021 года, об этом говорит Сбербанк. Это мы хотели перепроверить эту информацию, потому что одно дело это информация Сбербанка, но что было на той стороне. Дальше был задан вопрос указать причину списания. Пишут, списание суммы произведено в соответствии с условиями обслуживания курсчета. Поступила формулировка от банка-плательщика,
который также был передан Сбербанку, где было написано, правда, тут на английском языке, но смысл такой, что считать сумму не 25 миллионов долларов, а 25 тысяч долларов. Следующий вопрос мы задали Сбербанку: подтвердить факт отправки указанной суммы. То есть действительно понятно, что ВТБ списался с Сбербанка, но отправили они деньги отправителю. ВТБ также отвечает, что 30.11.2021 года сумма 25 миллионов долларов была возвращена банком ВТБ, банку-отправителю, Bank of America, что подтверждается там копиям свифтовых сообщений, которые они приложили. То есть речь идет о том, что сам ВТБ подтверждает, что деньги были списаны со счета в полном объеме, без комиссии, без ничего, поскольку это ошибочный платеж. Мы не можем подвергать сомнению все эти операции и это письмо, которое было предоставлено ВТБ и подписано членом правления. То есть информация об этом случае известна и руководству ВТБ, также на встрече с Центральным банком этот вопрос был мною поднят, и там тоже подтвердили, что значит, клиенту сумма 25 миллионов не поступала, а все, что было до этого, ошибочный платеж. Поэтому у нас нет никаких сомнений и никакого права сомневаться в подлинности документов, в оригинале, в том, что было действительно так. То, что касается истории с 25 миллионами долларов, на самом деле ошибочные платежи, как я говорю, бывают периодически, это не такое редкое событие, просто сумма большая. Что делать в такой ситуации? Обычно в этой ситуации получатель денег, клиент, который получил 25 тысяч долларов вместо ожидаемой суммы 25 миллионов, он должен в первую очередь не с банком разбираться, который выдает деньги, а обратиться к отправителю и спросить, какую сумму вы мне должны были прислать. Отправитель, то есть работодатель в данном случае, находится в Абхазии, вот здесь недалеко от Национального банка, офис United Nations Development Program, UNDP. Кстати, суд обращался с просьбой, Сухумский суд, когда дело было в суде, обращался с просьбой предоставить информацию о том, какую сумму причитается бенефициару. На что, значит, UNDP ответил, что суду эту информацию предоставить не может, но пишет, что назначенный правообладатель может обратиться и сделать официальный запрос. Он может. То есть это 2 года назад было сказано, 4 мая 2022 года. Ответ ООН, UNDP суду. То есть 2 года прошло с тех пор. Мне кажется, можно было уже найти время самому получателю денег, обратиться в UNDP к работодателю, сообщить, что Сбербанк выдал только 25 тысяч долларов, приложить ответ ВТБ, который есть у правообладателя, сообщить также, что ВТБ, значит, зачислил изначально 25 миллионов долларов, но списал так, как был ошибочный платеж, и в итоге, значит, я как клиент получил только 25 тысяч долларов. То есть все вот эти письма из ЦБ, из ВТБ, из Сбербанка приложить. Ведь никто не говорит о том, что деньги не дадут, если они на самом деле поступят. То есть подтверждающие документы, что банки, ни Сбер, ни ВТБ больше, чем 25 тысяч не дают, поскольку больше не поступало. И обратиться в UNDP и написать заявление с запросом, это действительно так или мне положена другая сумма. Вот об этом идет речь. Просто удивительно, 2 года прошло, до сих пор, значит, правообладатель не обращается, значит, в UNDP, хотя это очень легко и быстро сделать. Хочу, значит, завершить тем, что вот такие разговоры о том, что Сбербанк Абхазии или еще ВТБ, или там Центральный банк похитили 25 миллионов долларов, на самом деле безосновательны. Это все я говорю в публичном пространстве, это открыто, об этом знает и руководство ВТБ, и Центральный банк, и такие разговоры неприемлемы, потому что речь идет не только о репутации конкретного человека, а о репутации нашей страны в целом. Физкультуре и развитию спорта в Гагарском районе уделяется особое внимание. В районе уже несколько лет ведется работа по улучшению состояния спортзалов и обновлению инвентаря в образовательных учреждениях. Сария Кварцхели расскажет подробнее. С
Согласно программе развития физической культуры и популяризации спорта среди учащихся школ в Гагрском районе, уже на протяжении нескольких лет ведется работа по улучшению условий состояния спортзалов и обновлению спортинвентаря в образовательных учреждениях. Так, во многих школах был проведен капитальный ремонт, а именно отремонтирован спортзал Гечрыбской средней школы номер 2 на сумму 3 миллиона рублей. В Санрыбской средней школе номер 2 отремонтирован зал для тренировок по тайскому боксу на сумму 250 тысяч рублей. Основатель бойцовского клуба «Воин» Андрей Дощан отметил, что здесь все было сделано с нуля, начиная от стен до отопления. Также приобрели новый спортивный инвентарь. Хотелось бы поблагодарить администрацию Гагрского района в лице Юрия Львовича Хагуш за оказанную финансовую помощь. Много лет спортзал Пицунской средней школы номер 1 находился в плачевном состоянии. Администрация района выделила 1 миллион 400 тысяч рублей на его капитальный ремонт. В удручающем состоянии был спортзал и в Бзыбской средней школе номер 2, для которой также были выделены из районного бюджета 2 миллиона 395 тысяч рублей. После того, как администрации Гагринского района включились помочь нам, поменяли у нас окна. Окна были в плохом состоянии. Поменяли, наконец-то, пол. Сделали пол, новый паркет, начертили линии, покрасили. И тому большое, огромное спасибо администрации. Нет слов от души. Приятно, радостно и как для меня, учителя физкультуры, и дети радостные. И хочу сказать, что нам тоже и подарили мячи, инвентарь. Так что довольны, такого, можно сказать, давно не было. А в Бзыбской средней школе номер 1 строительство нового спортзала идет к завершению. Спортзал находился в аварийном состоянии. Стены периодически давали трещины из-за природных явлений. Последние 5 лет занятия и вовсе были приостановлены. Однако сегодня здесь картина иная. Снесли старое здание, воздвигнув на его место новое. На эти работы из районного бюджета было выделено больше 26 миллионов рублей. Начали строительство нового спортивного зала в феврале месяце. Вот вы видите, уже здесь стекла, это окна стоят. Вот сейчас они утепляют пол. В скором времени, наверное, в течение месяца пол будет уже положено. И начнут электрическая часть. Осталось несколько месяцев. Я думаю, что они сказали, что мы запустим его в мае месяце. Мы, как здесь, им сказали, не надо спешить, лучше сделайте все как положено. В сентябре, 1 сентября откройте нам, чтобы мы зашли. В поселке Бзыбта также отремонтирован боксерский зал. На это было потрачено около 1,5 миллиона рублей. Зал функционирует с 2007 года. Мы зашпаклевали, прогрунтовали, уложились об эту сумму хорошо, плюс еще лично даже, можно сказать, сделали свет, двери поставили вот так. Необходимо, если снять хорошо, нужен пол. Пол будет, и можно тогда смело проводить. Мы и так проводим хорошие турниры, а можно будет проводить уже приглашение Российской Федерации, чтобы было уютно. Здесь каждую субботу проводят спарринги, а в районе боксом занимаются более 150 детей. Наша задача сегодняшним днем не заработать на спорте. На спорте не заработаешь. Это все делается для того, чтобы с улиц вытащить ребят, чему-то научить. Если кто-то станет хорошим спортсменом, это хорошо. Это для нас в первую очередь будет большим результатом. Но бокс понадобится в жизни. Он нужен в жизни любому спортсмену, любому ребенку. Надо физически быть здоровым. И мы пытаемся поддерживать. Что касается турниров, мы здесь проводим каждый год, посвященный 16 марта наступления, в честь погибших. Турнир. В прошлом году у нас было около 180 участников. В этом году мы чуть-чуть поменьше сделали турнир, было около 150 участников. Особое внимание в Гагрском районе уделяют шахматам, старинной игре, которая не утратила популярности в наши дни. Более 20 лет секции по шахматам функционировали в школах Гагры, не имея собственного помещения. Однако в 2022 году Комитет по делам молодежи, спорта и физической культуры администрации района при поддержке руководства профинансировал капитальный ремонт в 3 помещениях в бывшей школе искусств, где и расположилась главная секция по шахматам. На ремонт было выделено 718 тысяч рублей.
рублей. Более 9 миллионов рублей направлены на организацию спортивных мероприятий. В 23-м провели 84, из них 37 за пределами Абхазии. Радуют своими результатами наши спортсмены, занимающие призовые места на международных и республиканских турнирах. Особо яркими событиями в жизни спорта в 2023 году были победа футбольной команды «Гагра» на чемпионате Абхазии. Впервые и сборная района по волейболу стала обладателем Кубка Республики. И новый 2024 год начался с радостного события. ФК «Гагра» стал обладателем Суперкубка. Руководство района, конечно, поддерживает нас очень сильно и финансово, и морально тоже. Они сами ходят на наши игры, и отдельно какие-то важные игры дополнительно поощряют деньгами, премиальные дают. Еще бюджет в этом году на футбольный клуб увеличился, зарплаты добавили. Планируется в этом году, мы услышали, как футболисты, что поле поменяют нам. Это наше искусственное поле, конечно, уже устарело. Сложности у нас что? У нас единственное один стадион по всей Гагре, и все дети и взрослые тренируемся на одном поле, поэтому вот единственная сложность, как бы в школьное время тяжело время подобрать для тренировок. А так никаких сложностей нет больше. 2023 в Гагрском районе, как и всегда, оказался наполнен спортивным азартом, эмоциональными впечатлениями, спортивными событиями, рекордами и победами. Этот год был большой на события. Было очень много всевозможных турниров по разным видам спорта, где были большие достижения, были первые места. Были неудачи, но это практика, это опыт. Из таких крупных, наверное, команда Пицунда заняла по волейболу, девочки под руководством Сан Саныч Арабян заняла первое место. Это первый раз такое. Ежегодно увеличивается бюджет Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике района. Так, в 2022 году он составлял 11 миллионов 948 тысяч рублей. В 2023 – 21 миллион 899 тысяч рублей. А в 2024 составляет 24 миллиона 378 тысяч рублей. Ведется работа по реанимированию национальных видов спорта, таких как конный спорт и стрельба из лука. В поселке Бзыпта в этом году планируется установка футбольного поля с беговыми дорожками. На это на сегодняшний день выделено 5 миллионов рублей. В этом году на сумму 1 миллион рублей осуществлен закуп спортивного инвентаря для образовательных учреждений и детско-юношеских спортивных школ. Также впервые в прошлом году в районе провели интеллектуальную игру среди служащих госучреждений на темы истории Абхазии, национальной и традиционной культуры. Это начинание будет продолжено и в текущем году. Сария Кварцхельна, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. В горах западного Саяна Красноярского края на базе учебного центра военно-спортивной подготовки Эргаки Центрального военного округа проходит международный конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш». Абхазию представляют военнослужащие Минобороны. Группа состоит из 7 студентов Военного института физической культуры Санкт-Петербурга. 50 километров на лыжах по заснеженной дороге. Местность труднодоступная, но лыжный марш здесь далеко не самое главное. Необходимо выполнить все спецзадачи конкурса, в ходе которых военнослужащие подразделений доказывают, что именно они достойны звания лучших. Это не только преодоление дистанции, но и состязания в таких дисциплинах, как поиск заваленного снегом человека, поднятие на возвышенность пострадавшего. В живописных горах проходит один из самых зрелищных соревнований международных армейских игр «Саянский марш». Это единственная зимняя и первая дисциплина армейских игр, которая открывает календарь соревнований. В этом году участвуют военные спортсмены из Абхазии, Ирана, Киргизии, Китая, Узбекистана и Южной Осетии, а также женская сборная вооруженных сил России. Конкуренция очень большая, как и ответственность. Команды уже не просто демонстрируют, на что способны, а отстаивают честь родной страны. Абхазию представляют Айнар Тужба, Сандро Допуа, Осман Кабба, Андрей Кварча, Владислав Матуа, Данила Клименко, Алмаз Отерба. Делясь впечатлениями, Алмаз Отерба отметил, что они полны сил и позитива. Курсанты хотят заявить об Абхазии на высшем уровне. Ради этого они выкладываются по полной. Мой сегодняшний день начался с того, что проснулся в палатке, затем уже
начался старт, и мы двинулись, что это был второй день наших соревнований. Маршрут, конечно, был сложным, но мы третий год уже участвуем в этих соревнованиях. Климатические условия дают о себе знать, так как гипоксия, поднимаемся в горы как-никак. Нам удалось пройти этот маршрут. Да, снега довольно много, температура плюсовая, поэтому он еще тает. Лыжи то скользят, то не скользят. С лыжами я впервые столкнулся именно в своем институте. До этого в глаза их не видел. Рюкзак 25 килограмм, плюс еще автоматы, разгрузки. Примерно где-то 27-28 килограмм. Алмаз Отерба, студент 3-го курса Военного института физической культуры Санкт-Петербурга. Для курсанта Саянский марш не первый опыт. Ранее он уже принимал участие в конкурсе. И это гордость, что мы представляем свою страну. Сдаваться вообще не было шансов. Участники из других команд, они из других городов, из других институтов. У нас подготовка проходила именно у нас в институте. 2 месяца мы готовились. Конечно, были волнения, как свою страну представляем, боялись подвести. Выложились так, как могли. Все, чему научили, все мы показали. Команда Абхазии до начала соревнований в течение 2 месяцев проходила интенсивную подготовку в институте. Соревнования стартовали 6 апреля на базе учебного центра военно-спортивной подготовки Иргаки, Центрального военного округа в горах Западного Саяна в Красноярском крае. Представителей государств-участников армейских международных игр торжественно встретили в аэропорту Абакана. Были исполнены государственные гимны этих стран. До начала соревнований все военнослужащие прошли медицинский осмотр, инструкторские занятия по порядку прохождения этапов конкурса и приступили к тренировкам. Подготовка курсантов проходила в военном институте физической культуры. Они выезжали в горные местности, занимались там. Сложно очень стоять на лыжах, когда снег подтаивает или холодно. Идешь, руки замерзают, уши замерзают. Климатические условия очень важны и очень сложно проходить дистанцию. Задачи стоят пройти 2-дневный маршрут. Первый день 25 километров, второй день также. Постепенно выполнять 12 задач. Найти пострадавшего в лавине, переноска пострадавшего, стрельба в составе отделения и спуск по склону и подъем пострадавшего по склону. Итоги состязаний прошлых лет показали крайнюю необходимость их дальнейшего проведения в зимних условиях с целью проверки боеспособности горных подразделений, испытания штатного вооружения, альпинистского имущества и снаряжения, средств позиционирования и связи. Абхазия принимает участие в конкурсе уже в 3-й раз. В 2021 году 5 место, в 2022 году 5 место. Сейчас не знаем, ждем результата. Сегодня старт был в 9 часов. Стартовали по одной команде в промежутке 10 минут. В соревновании в каждое ограниченное время дается 25 километров нужно преодолеть за 7 часов. Мы пришли вовремя, и еще запас времени был у нас. Задачи конкурса «Саянский марш» сформулировали по-военному лаконично. Совершенствование профессиональных навыков командиров в управлении подразделениями в горах, проверка слаженности подразделений, а также способности военнослужащих применять вооружение и использовать горное снаряжение при выполнении задач в горах в зимних условиях. Официальные итоги соревнования будут подведены 9 апреля. Шазина Ханагуа, Абхазское телевидение. 9 апреля часть Сухума на сутки останется без воды, сообщает столичный водоканал. В связи с ремонтными работами с полуночи будет прекращена подача воды в старом поселке в районах Колоса, Вокзала, Маяка, Виема, на улице Адыгейской, в Нагорной и центральной частях города. В Уфе началось строительство колоннады на набережной реки Белой в районе монумента Дружбы. Первый камень в основании будущей колоннады в честь дружбы Башкирии и Абхазии был заложен в октябре прошлого года во время визита президента Абхазии в Уфу. Колоннада будет похожа на колоннаду на набережной Махаджира в Сухуме. Высота сооружения до 12 метров, длина до 30 метров, ширина до 6 метров. Для строительства будут использованы фельзитовый камень или гранит. А сейчас расскажем о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 9 апреля, на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 16-21 градус тепла. Температура морской воды плюс 13 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.